Дорогие друзья, мы с вами находимся в зале ландшафта Башкортостана в Национальном музее Республики Башкортостан у экспозиции «Зоны хвойных лесов», переходящие в зону смешанных лесов, далее в зону широколиственных лесов и лесостепей. Эта зона занимает достаточно большую территорию республики. Первозданной естественной красотой лесной природы еще можно полюбоваться в лесах Белорецкого, Бурзянского, Крайдельского, Нуримановского районов. Лесная фауна представлена многочисленными представителями всех классов животных, а леса Башкортостана образованы более 20 видами деревьев. Одним из самых распространенных и любимых деревьев в Башкортостане является липа. Липовые леса Башкортостана составляют около 36% площади липняков России. Липовые деревья – это настоящие долгожители и богатыри, достигают возраста 300-400 лет, вырастая до 20-30 метров. Некогда из липовой древесины, мягкой и податливой, подделывали печати. Вероятно, именно поэтому в русском языке слово «липа» может означать вранье или подделку. Пчеловоды высоко ценят липовые деревья, так как они являются отличными медоносами. Одно дерево средних размеров может произвести количество нектара, достаточное для того, чтобы пчелы произвели из него 10-15 кг меда. Еще одним могучим деревом башкирских лесов является дуб. Это светолюбивое дерево, достигающее возраста 150 лет. Веками прочность и твердость дуба заставляли человека уважать это мощное дерево и использовать его в самых разных отраслях. По статистике, дуб чаще, чем любые другие деревья, привлекают на себя удары молнии, поэтому под ними ни в коем случае нельзя прятаться в грозу. Самые дорогие грибы-трюфели растут только под дубами. Грибница или мицелий этих грибов тесно связаны с корневой системой дуба. Трюфели буквально не могут жить без подпитки дуба. И да, трюфели растут не только во Франции, но и у нас. Отдельные находки трюфелей есть в Белебеевском, Благоварском, Крайдельском районах. Ими с удовольствием лакомятся разные животные, особенно их любят кабаны. Грибы и корневища растений секач выкапывает клыками, которые вырастают до 25 см. Также клыками секачи обороняются от врагов, медведей или волков. Несмотря на то, что кабан – животное мощное, сильное, с достаточно крупным телосложением, они очень чувствительны к температурным перепадам. Чтобы не получить солнечных ожогов и защититься от укусов различных насекомых, они тщательно вымазываются в грязи. Дикий кабан, несмотря на свою кажущуюся неуклюжесть, отличный пловец. Кабан – практически всеядное животное, употребляющее в пищу корни растений, опавшие плоды, орехи, насекомых, а также грызунов, змей, лягушек, яйца птиц. Интересен тот факт, что на кабана не действует змеиный яд, поэтому запросто могут съесть и змею. В Башкортостане мы можем встретить 6 видов змей. Но я хочу обратить ваше внимание на эту красавицу. Это не змея, а очень необычный безногий вид ящерицы – веретеница ломкая или медяница. Длина ящерицы достигает 50 см, иногда даже 60 Из них до 30 см – это длина тела. Название веретеница происходит от веретена, которая формой напоминает эту ящерицу, а ломкая – от свойства отбрасывать хвост. Второе ее название – медяница, было дано этой ящерице из-за бронзового или медного окраса. Встречается нечасто, занесена в Красную книгу Башкортостана и многих других регионов. А вот волки в лесных районах Башкортостана встречаются повсеместно. Это поразительный зверь. Люди его боятся и уважают за силу, за смелость, за сообразительность и смекалку, за преданность. Отношение башкир к волку особенное. В мифических преданиях и сказках, а также в обычаях и народных праздниках башкир волк выступает как тотемический предок. И это неудивительно, ведь волк – это и свирепый хищник, и преданный, верный член своей стаи. Умственные способности волка порой приводят людей в изумление. Надо сказать, что мозг волка до 30% больше мозга немецкой овчарки. Про образ жизни этих умных животных можно рассказывать много. Они чтут и берегут свою стаю. Если волк почувствовал, что заболевает какой-нибудь инфекцией, то он покидает свою стаю.
таким образом предотвращая распространение болезней. Волка называют санитаром леса, потому что он уничтожает слабых и больных животных, предотвращая возникновение заболеваний и регулируя численность стада. Голодный волк может съесть до 8-10 килограммов мяса за один присест. Лес – национальное богатство Башкортостана, в котором каждое животное и растение занимает важную часть экоцепочки. Задача человека – не разорвать эту цепь, относиться бережно и с уважением к флоре и фауне родного края. Более подробно об этих и других растениях и животных лесной зоны, много интересных фактов о них вы можете узнать, посетив зал ландшафты Национального музея Республики Башкортостан.